Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов провел первое в 2025 году расширенное заседание правительства Ингушетии. На совещании обсуждались итоги осенней призывной кампании, реализация нацпроектов в Ингушетии, план мероприятий по празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, строительство социально значимых объектов и исполнение поручений главы. Народный художник Российской Федерации Мурат Полонкоев и народный художник Республики Ингушетия Зелимхан Исмурзиев награждены медалями за заслуги в изобразительном искусстве. Заслуги художников отметила Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России». Правительство России утвердило программу бесплатной медицинской помощи на 2025-2027 годы. В числе главных изменений – увеличение финансирования программы в рамках обязательного медицинского страхования более чем на 500 миллиардов рублей. В рамках программы предполагается, что после лечения в стационаре пациенты будут получать выписные эпикризы в поликлинике по месту жительства. В новом федеральном проекте «Здоровье для каждого» особое внимание уделяется санаторно-курортному лечению. Каждый гражданин России сможет пройти обследование для выявления факторов риска развития заболеваний и получить рекомендации по поддержанию здорового образа жизни. Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, призванный отрегулировать использование земель сельскохозяйственного назначения. Суть проекта заключается в том, чтобы ужесточить правила перевода сельскохозяйственных земель в другую категорию. Основное нововведение – необходимость согласования таких решений между региональными и федеральными органами власти. Это означает, что даже если регион считает перевод земель целесообразным, окончательное решение должно быть согласовано с федеральными структурами, которые отвечают за общую политику в этой области. В регионах Северного Кавказа во вторник, 14 января, ожидается понижение температуры, сообщает Гидрометцентр России. В северокавказских республиках похолодание будет ощутимым. Температура ночью составит от -4 до +1 градуса, днем от -1 до +4 градусов. По информации научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, подобное понижение температуры затронет и другие регионы юга европейской части России. Банк России заявил, что не будет использовать заморозку вкладов для борьбы с инфляцией вместо повышения ключевой ставки. В декабре Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%. В Банке России пояснили, что такой шаг подорвет основу банковской системы и финансовую стабильность. При высоких ставках гражданам выгодно зарабатывать на вкладах, а брать кредиты невыгодно, отметили в регуляторе. Когда они размещают свободные средства на банковских депозитах, а также в иных финансовых инструментах, спрос на товары и услуги снижается, а инфляция замедляется, добавили в Центробанке. Члены правительства России дали положительную оценку законопроекту, предусматривающему запрет для работодателей увольнять многодетных родителей, которые являются единственными кормильцами в многодетной семье. На сегодняшний день в России действует подобный закон в отношении семей с 3 и более детьми. Однако он защищает права многодетных лишь в том случае, если одному из детей еще не исполнилось 3 года. Новый законопроект предусматривает расширение защитных мер до достижения детьми 14-летнего возраста.